24 января 2012 года в Лондоне закончил земную жизнь Равиль Бухараев, поэт, прозаик, публицист и мусульманский просветитель. Теперь, 5 лет спустя, для близких и друзей, для почитателей таланта начинается привыкание к жизни без Равиля Раисовича Бухараева. Начинается осмысление его непростой жизни и богатого творчества. Так уж получилось, что у нас преподавал папа Равиля, Раис Газич, обаятельнейший, интеллигентный человек. Все студенты, конечно, его обожали очень. И как-то я была даже с мамой дружна, потому что я участвовала в художественной самодеятельности, а она была организатором. И мы с ней очень много общались. И тоже удивительно открытый и жизнерадостный такой был человечек. Просто они самые яркие впечатления. Ну и потом наши уже пути пересеклись, когда я была в администрации, готовила тысячелетие Казани, а он выпускал вот как раз материал к тысячелетию Казани. То есть вот эти его журналы, книги, которые выпущены были именно к тысячелетию Казани. Казани? Да, да, и журнал будет в одном языках. Да, и еще потом сделаем. Потом как-то у нас, я выпустила диск о Казани, у нас с ним зашел разговор, слушай, говорит, а ты чем занимаешься? Я говорю, вот мультимедийный проект. Он говорит, знаешь, у меня так много материала, может мы что-нибудь такое замутим с тобой интересное? Я говорю, давай. И вот в один из приездов он пришел и сказал, ты знаешь, я бы хотел сделать диск о своем творчестве. Вот 40 лет как бы моего творческого материала много накопилось о моем творчестве, и я бы хотела вот это все собрать. И я, значит, так серьезно села, начала смотреть в интернете все материалы, все его творческие встречи, публикации, материалы, книги. Ну, в общем, это у меня такие круглосуточные, по-моему, около месяца я просидела, изучение над этим материалом. И когда я посмотрела всю эту информацию, я поняла, что это требует осмысления какого-то и требует очень длительное время. Я сказала, Равиль, ну к юбилею мы не успеваем. Это очень большой материал. Причем, когда я посмотрела его направление и спросила его вообще, как вот ты видишь, и он сказал, что какие разделы он хочет. Это поэзия, проза, это вот его просьба была, политэкономия, театральная драматургия, взрослое и кукольное телевидение, документальное кино, переводы, религиозная философия, театральные постановки. Ну, поскольку мы переписывались по электронной почте, я вот этот материал как бы поняла, ну, думаю, да, это серьезная работа. И когда я ему задала вопросы, что вот как ты вот видишь этот диск, он сказал, вот эта фраза я запомнила и записала себе, без шика и гламура, строго и достойно, красиво, но главное, диск должен масштабно представить мою работу за последние 40 лет. Но сразу предупредил, что помочь он не сможет, потому что весьма занятый. 11-й год у него был такой напряженный, поскольку к юбилею готовился. И сказал, что вот если вы как-то это все осилите, то мы сделаем. Но когда мы поняли, что это потребует не только физических, но и финансовых каких-то затрат, он сказал, знаешь, давай мы отложим и сделаем. Я ему показала работу Айгуль, художницы. Он посмотрел, ему очень понравилось. Он сказал, вот я хочу вот это. И он попросил сделать 2 работы. Это был его рассказ про музыку и про удочку. Про удочку мы показали на юбилейном вечере в Москве, а про музыку вот мы его показали в Казани на юбилейном вечере к 60-летию. Я когда его спросила, какую музыку нам ставить как фоновую, я тут поняла его и пристрастие еще. Он сказал, конечно, татарская, Рахманинов, Моцарт и Бетховен. То есть это вот его музыкальное пристрастие. Потому что Рахманинов родом татарин. Тут, вы знаете, он интересно вот пишет, смотрите, вот даже вот его впечатление о Моцарте. Моцарт. Одна память о котором заставляет меня примириться с белым светом и его несправедливостью. Дивные движения души, дивные чувства многосложной гармонии мира, дивная внешняя легкость, чудесной силы в одно мгновение, переводящий радостный солнечный свет во все оттенки чистой и мудрой печали. Моцарт. Моцарт утешал, как утешает и сейчас. То есть вот это его внутренний мир, конечно. Ну и когда мы поняли, что это такая серьезная работа, значит, работала над художественной частью Айгуль, она живет в Турции.
И поэтому все это был вот такой международный проект. Равиль писал нам из разных уголков, но он находил время, довольно развернутый, давал ответы. И озвучивал Андрей Хасанов нам, голос ему понравился. Причем вот хотелось бы мне еще сказать, когда он услышал его голос, у него еще была одна идея. Он сказал, я бы записал аудиодиск с моими произведениями и дал бы ему прочитать, потому что его голос ему очень понравился. Поэтому я думаю, что вот как вторая, еще, может быть, озвучить как-то его, вот еще и поэзию, и, может быть, прозу. Ну и надо сказать, что 15 января, то есть, представляете, за несколько дней буквально, он написал «Айгуль». Я понимаю, что диск практически, написал диск практически совершенен в смысле вкуса, тонкости понимания цветового решения. И восхитился ее работой и написал ей письмо. То есть нашел время, написал художнице письмо. Она, конечно, безумно была рада, тем более мы понимаем сейчас, что это буквально было за неделю. Поблагодарил всех за работу. И вот когда я увидела книжечку и вспомнила, вообще знакомство началось с поэзии вот с этой тоненькой книжечки «Яблоко, привязанное о жизни» и пейзажи, лирические пейзажи, чудесная книга его вот, поэзии. Когда я готовила этот проект, то я просто у него спросила, что вот мы можем с тобой консультироваться, что мы там будем рисовать. Он сказал, знаешь, я полностью тебе доверяю, вот тебе материал делайте. То есть только просто сказал музыка, чтобы это было гламурно и чтобы это было хорошо. И тогда, прочитав произведение, я начала готовиться. Я поехала туда, где он описывает свое детство. Я приехала к этому дому. На мое удивление, там сидела старушка. И я начала спрашивать, не знаете ли вы Бухараева Раисгатича? Это на 8 марта. На Попову. На Попову. Не знаете ли вы Раисгатича Бухараева? Она говорит, да, знаю. Я говорю, а где они жили? Вот этот подъезд, вот здесь вот балкон. То есть она мне показала, рассказала. Я сфотографировала этот дом. Причем там дерево еще было с такими глубокими корнями. Да, я да. думаю, оно росло при нем. Мы с Равилем ездили туда. И вот это дерево я ходила, сфотографировала. это дерево. Оно не росло при нем, мы их сажали. Сажали. Он мне показывал эти В начале 60-х да. годов мы их сажали. Потом он перед домом, который описывает росло. железную дорогу. Я не знаю, может поставить фильм, конечно, но я думаю, потом посмотрим. Описывает железную дорогу. Я пошла сфотографировала эту железную дорогу. Теперь у меня возник вопрос, думаю, как же мне фотографии юности. Причем он мне сказал как-то так, поскольку сама он ничего мне не дал, мне не было материала. И тут Марина Исааковна мне пришла на помощь, ее сын учился вместе. Да, они дружили. Я с Мариной Исааковной дружила. Я пришла к ней, говорю, Марина Исааковна, выручайте. Она мне дала его детские фотографии. Все, что я фотографировала, я отсылала Айгуль, а Айгуль это все рисовала потом. И когда уже материал мы все собрали, сделали, я Равилю говорю, ты будешь смотреть? Он говорит, нет, вот все потом. И, конечно, очень переживала, думаю, ну как, а вдруг не понравится. И уже когда я пришла перед юбилеем, оставалось 2 часа, он, представляете, суета, организационный момент, я говорю, Равиль, ты сейчас будешь смотреть или уже на сцене? Он говорит, слушай, я боюсь на сцене, а вдруг мне как-то так это все это будет очень трогательно, я расстроюсь, давай сейчас. И у меня есть 3 фотографии, я потом могу показать. Я его сфотографировала, когда он смотрел. И вот начинается фильм с этого дома. Он сидел и плакал. Он сидел и плакал. И я потом прочитала. Я не стесняюсь в последнее время плакать, когда у меня слезы наворачиваются на глаза. Я раньше стеснялся. Я считаю, что это важно для меня, что я еще живой, если я умею плакать как-то негромко, ну, во всяком случае, вот так. И я знаю, что именно способно сделать так, что у меня навернутся слезы. И я часто потом видела, в частности, вот даже в музее Горького, когда, помните, пел... Да. Равиль, я фотографировала фотографии, он плакал. То же самое было на юбилейном вечере там, в Москве. Я ездила с этим вот диском про удочку, мы показывали, кстати, было очень много народу, вся литературная элита, по-моему, Москвы там собралась. И вот он там тоже плакал. И я видела эти слезы, и думаю, вот у него, видимо... И когда 21... и потом мы приступили, закончились вот эти юбилейные мероприятия, и мы приступили к проекту про Булгары. И поскольку Равиль
большой знаток истории, я обратилась к нему. Я сказала: Равиль, бесподобный материал мы делаем по булгарам. Может быть, ты подключишься? И 21 января я получила от него письмо. Я прикинула свои возможности и невозможности, и, к сожалению, вынуждена отказаться от этой работы. Как она не важна, все время читаю, прям плакать хочется. Я просто физически не смогу сделать этого качественно и по срокам. Я уже и так перегружен, что слов нет выразить. Где-то так 10 назад я бы даже не раздумывала, но сейчас у меня опять проблемы с сердцем. И всякая работа больше 2 часов подряд превышает давление. Приходится соизмерять силы. И есть более ранние обязательства, которые уже приезжали так, что даже некомфортно. Так что, будучи ответственным человеком, лучше откажусь. Он никогда не обещал того, чего он не мог сделать. Я расстроилась, конечно, и когда как-то его спросили, есть ли у вас в жизни колокольчик, который начинает звенеть, когда у вас надолго опускаются руки, или вы падаете духом, он ответил: таким колокольчиком служат татарские слова «харакетте баракет» – «благодать», Да, «движение». постоянно такое, да. Как не устал, встаешь и продолжаешь путь, назначенный тебе Аллахом. А 24-го я узнаю, что Равиля не стало. Остались нереализованные планы, проекты. Наверное, нужно время, чтобы нам всем осознать величину этой личности. Вот его слова. Просто думаю, что в нынешнем веке самое важное – это в духовном смирении, в труде поднять свой народ и свою историческую культуру на тот мировой уровень, которого они заслуживают своими тысячелетними достижениями, страданиями. А уж потом, когда эта гора будет видна отовсюду, быть может, на ней увидит и нас, современных татарских писателей, на каком бы языке мы не писали. Ни о чем, кроме нищенской воли, я не мог бы просить без стыда. Я увидел свечение болей и уже не уйду никуда. За ограду к небесному полю все равно я стези не найду. Отпусти мою душу на волю, я уже никуда не уйду.